Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на телеканале Якутия-24. В эфире программа «Испытано на себе». И сегодня у нас будет очень интересная тема, потому что мы будем говорить о резке по дереву, о изготовлении скульптур. И, конечно же, много что интересного вам расскажем. Поможет нам в этом многократный чемпион по соревнованиям по ледовым скульптурам Егор Степанов. И, конечно, мы сейчас находимся в его мастерской. Приветствую вас. Здравствуйте. Да, Егор, ну что, я думаю, что мы можем начать с рассказа о том, с помощью чего можно вырезать фигурки из дерева. Ну, издревле наши предки в основном очень хорошо резали по дереву. Бытовая вся практически, начиная от посуды, заканчивая мебелью и так далее, они все делали своими руками, допустим, с помощью топора, якутского ножа. Ну, в основном орудие у них было топор и нож, да, допустим, и рубанок какой. Но сейчас время-то уже как бы развивается, как бы 21 век. Сейчас продаются всякого рода разновидности инструментов, начиная от ручных стамесок, заканчивая электрическими рубанками, там, пилами и так далее, и так далее. Сейчас как-то в этом плане мастерам по дереву проще стало, более-менее проще стало резать, да, допустим, работать по дереву, потому что инструментов, еще раз говорю, сейчас очень большое количество, и выбора очень много, и разновидностей очень много. Поэтому как бы сейчас мастерам, которые сейчас работают по дереву, я думаю, намного легче стало, чем, допустим, резали когда наши предки. Ну вот сейчас я хочу вам показать инструменты. Ну, в данный момент это инструменты, которые в течение многих лет я как бы собрал. Именно я здесь собрал именно те инструменты, которые мне нужны. Да? Допустим, начиная от маленьких стамесок, которыми можно резать орнаменты к домашней утвари, допустим, чуран, ктыя и так далее, да, и в других декоративных вещах. И тут, соответственно, вы видите, что размеры разные, размеры меняются, есть большие, есть маленькие, самые маленькие лежат вот здесь, они в основном для орнамента, для маленьких декоративных работ пользуются. Но я думаю, сейчас потом мы сами попробуйте, да, допустим. С удовольствием. Я покажу. То есть для каждого орнамента, для каждого есть свой определенный инструмент, определенной формы. Конечно. Допустим, вот, допустим, она полукруглая, да, видите, замечаете, вот ею делается только вот полукруглый такой рез, да. Есть треугольные, допустим, вот. Треугольная форма, да, вот ей получается только треугольный такой размер. А так глубина, ширина и так далее, все зависит от формы, и при том вот полукруглая есть очень маленькая. Видите, да? Вот. Естественно, она будет оставлять очень маленький такой аккуратненький узорчик, да, орнамент. Ну, в основном я практически всеми этими инструментами я пользуюсь, я обожаю ими поработать. В последнее время, если раньше я предпочитал работать на электрическими инструментами, в последнее время мне по душе работать вручную, потому что со временем я осознал, что наши предки все-таки делали все вручную, и поэтому, чтобы, ну, чисто чтобы доказать себе, что я тоже хотя бы попробовать, да, вот. С этим мнением я идеей уже начал уже работать вручную. Ну вот из всех вот инструментов выделяется вот самый большой, вот этот, да? Да. Для чего он нужен? Этот инструмент тоже пользовались в 17, 18, 19 вплоть, да, веков. В начале 20-го тоже пользовались. Но потом как бы с изобретением электрического рок-банка и так далее, вот этот инструмент как бы на время выпал вообще в сторонку, да, и ей уже практически перестали пользоваться. Сейчас потом, когда я начал вручную работать, тоже заказал кузнецу,
именно вот этот инструмент. Вот этим инструментом убирается кора бревна, да, допустим, когда заготовок только делаешь, начинаешь делать, вот этим инструментом очень удобно убирать кору и то, что не нужно, вручную все это делает. Но сейчас, в основном, сейчас электрорубанком убирают, да, допустим. Но для чисто процесса, для души я заказал именно вот этот инструмент. Она очень удобная, очень хорошая. Я вообще, когда только начинаю обрабатывать дерево, да, вот, допустим, бревно, кусок бревна. Из этого бревна я первым делом работаю этим инструментом. И она изготовлена кузнецами, то есть Да. упакованная. Да. полностью. По канонам старых образцов и так далее, вот кузнец делал. Очень хорошая, удобная вещь. Здорово. И, естественно, самый такой наш инструмент – это якутский нож. Естественно. Вот мои ножи в основном я всегда заказываю своему однокурснику по Якутскому художественному училищу. Сейчас он живет в Такинском Улуте, это Кёле, он кузнец, Татаринов Иннокентий Хрисович. Вот я с ним как однокурсник и по льду работали 15 лет вместе, да? Поэтому практически некоторые даже инструменты вот кованы именно Иннокентием, так как он в этом деле мастер и по дереву, и по льду, и сейчас он уже кузнец. Поэтому и когда даже когда еще не был кузнецом, он, допустим, инструменты, которые нужно было, тогда мы в 94 году, когда начинали резать только лед, мы практически не знали, какими инструментами пользоваться. У нас был топор, якутский нож и маленькие такие скамейки по дереву. Потом мы в практике поняли, что надо сделать уже инструменты побольше и так далее. И вот в итоге Иннокентий Татаринов вот сам начал делать вот такие. Судя по очень зеркальному, такому вот полированному ощущению, такое, что очень острый инструмент. Да. Особенно по льду и даже по дереву, да. Инструмент обязательно должен быть очень острый. Так, ну, в основном мы работаем хвойное дерево, да, допустим, это в данный момент это доска из сосны. И работаю в основном береза и сосна, да, так как самых таких других пород деревьев у нас, к сожалению, как красное дерево и так далее, нет, поэтому приходится работать с сосной. Она подсушенная, да? Да, она подсушенная уже. И вот сейчас разными, любым абсолютно, ну, можешь, допустим, могу показать. Да, сначала надо показать. Такой инструмент, что, допустим, вот, видите, да? Именно допустим, это увеличенный вариант, допустим, того же орнамента, который присутствует на червоне, да? Ну, чтобы вам было понятно. Вот. Так. И с другой стороны уже в шахматном порядке тоже. Допустим, вот этот полукруг средник и так сделан, да? Потом дальше попробуем уже побольше, треугольник и так далее. Да, вот, попробуем. и вот такими движениями. Да, А давление идет на ручку? на ручку. Вот так, да? Можно так. Можно так? Так. И так в процессе, в принципе, допустим, можно сделать такого рода орнаменты и в коробочках, шкатулках, там, сундуках и так далее, да? Ну, где можно орнамент делать, там и можно. Даже разделочная доска, в принципе, можно такой же орнамент, допустим, собственноручно можно сделать. А тут надо вот аккуратно быть, потому что при соскальзывании дальше она идет уже в следующую, да? Ну, упирается вот сюда. Да.
Ну, в принципе, такая работа требует немножко терпения, да, вот со временем, я не говорю, что я сейчас прямо такой мастер, да, я к этому иду уже 25 лет, да, допустим, практики уже, начинал тоже, я когда-то тоже начинал абсолютно с простеньких вещей, которые у меня не получались. Ну, в течение постепенно, вот с годами приходит практика, начинаешь понимать. Действительно, ну вот мы сейчас сделали достаточно крупный рисунок, да, вот я здесь посмотрел на Чуроне, вот обратите внимание, вот это все примерно та же техника, да? Та же техника. Сейчас покажу, что это ювелирная работа. Вот, допустим, этот маленький вот этот орнамент сделан вот такой конечно, да, вот. Маленький. А на ваш взгляд, вот можем сейчас попробовать самый необычный, может быть, инструмент, который вот представлен здесь. Ну, допустим, сами покажите. Так, я не знаю, ну вот эти достаточно интересные, да, хотя они, в принципе, тоже как бы да, все вот одной это формы, да? точно такой же, да, в принципе, только здесь она точно треугольник, да, если овал, а здесь она треугольная. И форма, она, видите, да, да, для чего она такая форма? Она как раз вот, чтобы сделать хороший, четкий. Бывает так, что нечаянно, если прямая, она след оставляет здесь, да, в принципе, потом она по этой может треснуть и так далее. А здесь она удобная. Вот. И, естественно, она будет оставлять уже более тонкие, видите? Это глубину тоже управляешь сам, да, допустим, если тебе надо поглубже, значит, ты можешь уже, вот, посильнее. Разница, видите, да, вот. Попробуйте. Так, ну как-то было удобнее вот так. Слишком глубоко? Хорошо. Хорошо. Нормально. Там потом орнамент уже тоже можешь придумывать на ходу, да, допустим. Бывает иногда выходит помарка, да, как бы, бывает всякое, там, кто-то шатнул, там, и автоматически начинаешь уже, немножко меняешь орнамент, не выкинешь его. Конечно. Ну, в этом, наверное, и сама ценность предметов, которые делаются вручную. Да. То есть они нету абсолютно похожих. Вот именно. Это же не компьютер делает, это вручную делает. Естественно, если посмотреть абсолютно любые работы, да, будь она утварь, там, коробка и так далее, обязательно где-то все равно мастер допускает ошибки, ну маленькие, ну да. В этом и есть прелесть, там сразу будет видно, что это ручная работа. Там, то, что вручную сделано, и то, что на машине сделали, это абсолютно различить можно сразу. Ну что, друзья, сейчас, думаю, подошло самое время приступить непосредственно к практике. Заранее мы с Егором разговаривали, но как я понял, что мы будем делать такие базовые вещи. Для этого нужен якутский нож, который я взял с собой, и еще говорили про маленькие ножики, ну, у них тоже есть небольшой нож, поэтому мы сейчас, наверное, с инструментов этих и начнем. И для этого мы перейдем в мастерскую. Хорошо. Испытано на себе. Испытано на себе. Так, друзья, ну что, мы перенеслись в мастерскую. Те все инструменты, которые мы видели, вы сами все их затачиваете, поддерживаете в рабочем состоянии. И вот я с собой взял вот таких два ножа. Ну вот это якутский нож. Сталь, как мне сказали, она достаточно такая, ну, твердая. Ага. И вторая, ну, у меня нет маленького якутского ножа, ну вот такой вот нож. Тут какая-то хорошая вроде сталь, порошковая. Ну, обычно всегда, чтобы проверить, да, необычно всегда пробую, допустим, перед заточкой всегда пробую остроту.
угол другой, поэтому Тут более тупой угол, да? да, У этого ножа. угол заточки здесь двухсторонний. Мгм. Ну, в принципе, можем вот этим ножом пускать на этой стороне. Одного вот такого размера как бы достаточно будет, да? Да, Ага. Так, да, не нужен. тем более сегодня мы именно только с помощью якутского ножа попробуем вырезать. Да? И посмотрим, что получится. Да, хорошо. Окей. А так в целом он и требуется заточками, да? Ну, чуть-чуть подправить можно. Обычно я всегда практически, чем чаще, тем лучше. Да? Вот я очень мелкой наждачной бумагой, вот она 2000, да, вот всегда немножко, пока она... В процессе работы всегда лезвие тупится. В любой момент все равно, да, поэтому немножко вот практически То подправляю. есть для этого не обязательно даже брусок, Да, можно да, да, там не достаточно обязательно. наждачной Там бумаги. можно наждачной бумаги. Я в основном, чтобы, как бы всегда бывает заводская заточка, да, допустим, кузнец, он всегда находит именно нужный угол, да, атаки, допустим. И чтобы не потерять этот угол, да, вот когда меняется угол лезвия, естественно, нож будет работать уже по-другому. И поэтому я всегда пользуюсь мелкой наждачной бумагой, чтобы немножко чуть-чуть подправить. Вот и все. И после наждачной бумаги я полирую потом на тряпке с пастогой. Пастогой. Да, это как бы финишная полировка лезвия, да, допустим. Заодно тоже подправлю свой нож немножко, да. Так, для этого включается машина, наносится пастогой чуть-чуть, там много не надо, да, и уже тут уже на ощупь можно уже почувствовать. А вообще вот якутский нож, он затачивается с одной стороны, ну вот если прям заточку делаешь. Если по канонам, да, если якутский нож делан, заточка идет только с одной стороны. С одной с какой? Допустим, если вот так посмотришь, вот идет вот она, да, тогда с этой стороны, где идет, иногда Плоская говорят, часть. сковоросток, там, или ребро жесткости, с этой стороны, только с этой стороны ложишь, полностью плотную нажимаешь, и тогда вот этот угол первоначально сделанный кузнецом, она не меняется. И то есть даже при заточке, получается, не надо делать так. Да, вот да, так да, поднимать. То есть ни в коем плоская случае. Да, да, стороной да. вот так вот затачивается. Вот, допустим, прижали и начинаете его. Но это получается даже удобно. То есть кузнец задумал этот градус, угол, да, и человеку, чтобы поправить нож, чтобы его заточить, не нужно там выдумывать другие градусы. Конечно. То есть он просто вводит, грубо говоря, по точнее. Конечно, конечно. Вот в этом и, возможно, превосходство нашего якутского ножа от других клинков, да, допустим. Ну, я не говорю, что другие клинки тоже плохие, но в этом смысле заточки она вообще очень даже удобна. Практично. Тогда вот это уже сама угол лезвия, она ни в коем случае не меняется. И Ну, чтобы зрители поняли, да, например, вот двухсторонний нож, да, для того, чтобы его заточить, нужно знать, какой угол, да, определенный угол держать. Допустим, вот заточили с этой стороны, потом вот с этой стороны. А якутский нож, получается, просто можно положить плашмя, да, вот так, и произвести заточку. ни в коем случае с этой стороны вообще наточили на бруске, ни в коем случае не надо с этой стороны. Абсолютно, я не советую. Только с этой стороны. Вот тогда всегда нож будет работать исправно. А вот когда уже угол испортите нечаянно, да, там, вот нож будет практически уже, да, рабочее качество ножа испортится сразу.
Тут на тряпке с этой стороны держать уже можно, потому что она как наждачная бумага или как точила, она не берет как черная. Раз, и с этой стороны. Вот, совсем другое. Попробуйте. И опять-таки выключим. И пробуем. О, О, видите, да, уже? усилие точно такое же, как Ну да. с этим. Первоначально вот целый, да? А вот сейчас уже много острее становится. То есть сейчас, друзья, чтобы вы понимали, мы не использовали, да, брусок или еще что-то. Это была 2000-я наждачка и, грубо говоря, полировка. Так, ну что, рабочий инструмент практически все готов. Все, что нужно вам для, ну, то, что нам понадобится именно в рамках нашей передачи, сейчас находится у меня в руках. Это обычный якутский нож. Испытано на себе. Ну что, друзья, у нас рабочие инструменты готовы. Соответственно, вы видите, у меня у Егора два якутских ножа. И, соответственно, заготовка — это тальник. Тальник. Что мы будем делать? Мы будем делать вот такую вот игрушку. Егор, расскажите поподробнее, что это. Это деревянная игрушка из стальника, да, вот на былые времена наши предки своим детям во время отдыха и так далее, они, родители, вырезали для своих детей такие игрушки. Там в данный момент это лошадка, делали еще и быков, коров и так далее, да, вот. Бывает даже, ну, в данный момент у нас просто вот прямой тальник, да, вот. Бывает, когда у тальника там большой сучок, да, и там, используя этот сучок, можно, допустим, с садником уже сделать человечка. Ну, мы сегодня будем вырезать более самый простой вариант, это прямой, да. Со садником уже она будет уже Посложнее. посложнее будет, да. Да, мы сегодня делаем такие базовые, постигаем азы, можно сказать, резки по дереву. Так, я вижу, что вот этот чуть потоньше, этот потолще. Есть какая-то Разницы, в принципе, никакой. Одна лошадка будет чуть поменьше, Похудее. одна будет чуть побольше. Давайте я возьму тогда поменьше. Так, с чего нужно начать? Ну, в первую очередь, исходя, смотрим на вариант, да, вот этот, как бы образец, и держа его вот примерно, мы должны будем убрать его сперва, вот эти две стороны, да, то есть с помощью ножа будем убирать с обеих сторон, да. Это примерно делается на глаз, обойдемся без карандашей и так далее, да, да. То есть примерно скидывать. Но здесь материал с запасом, лошадку можно покороче сделать, подлиннее. И при этом можно покороче сделать в том плане, что когда будете резать, чтобы было где держать, да? А потом лишнее, когда уже останется, когда будем заканчивать, лишнее уже будем убирать. Хорошо. Так, тогда я могу сейчас, в принципе, исходя из этой заготовки, сделать голову чуть поменьше, например. Да, можешь чуть поменьше, чуть подлиннее, это там разница. Даже тут можешь поставить пометку, да, вот откуда будут начинаться. И начиная отсюда будем убирать примерно одну. Посередине должна остаться только морда для морды, да, для головы. И вот. Если вот у меня сучок, его лучше, наверное, вниз оставить, да? Можно, Или вверх поднять. Или вверх, или вниз. Потом будет сложновато делать вот этот узор, наверное. В принципе, там или вниз делать. Ага. И вот начинаем первые, как бы, начинаем убирать ненужную часть нашего этого. Так, пока не сложно. Ну, допустим, я с помощью образования более-менее так начал разбираться, да, вот. А наши предки-то, они от природы были все художниками, они и без карандашей, и без этого, они очень хорошо стилизованные фигурки резали, очень здорово. Ну вот, примерно получилось, да, у тебя тоже. Сейчас, допустим, начинаем. Так, может, чуть Будем посимметричнее смотреть. сделаем.
Сейчас вот мы должны будем от морды и ноги, да, допустим, если так положено, допустим, мордочка будет здесь, нога будет здесь. Вот примерно пометил, да, вот. Пометку сделай. Так, мордочка здесь. Ноги где-то вот туда можно? Угу. Примерно. Видно, да? Угу. И вот начинаем с такими движениями, начинаем убирать уже. Ага. Так, это я начинаю вот отсюда или это должно быть в центре? Вот эта метка моя. Ну, примерно, если вот так посмотришь, вот она, да? Вот это будет центр. То есть ты, начиная вот так. Ага. Это уже посложнее. Но первый раз всегда, как говорится, первый раз всегда сложно, потом уже как бы. Конечно, сейчас у нас просто в реалии мы очень мало пользуемся ножом, да, практически. А раньше этот нож, наши предки таскали постоянно, да, то есть это была просто необходимая вещь и в лесу, и дома, и так далее. Сейчас максимум что? Ну, мясо порезать на кухне, там, хлеб. Так, потом, чтобы побыстрее было, да, если по всему площади будешь пытаться убирать, это будет сложно, да, поэтому по чуть-чуть можно с краю вот угол убрать, видишь, и с этой стороны тоже сам. Тогда намного быстрее пойдет процесс. Потом уже можешь поправить. Точно. Вот так можно облегчить, да, сам? Сейчас теперь посмотри, где у нас нога заканчивается, вот, да? Начинается. Теперь отсюда вот до делаем. этого убираем, да. Тоже маленькими кусочками, потихонечку. Не пытайся сразу большой кусок, а по чуть-чуть. Кстати, да, потому что если большой кусок делаешь, то давление больше делаешь, и это можно... Конечно, потом ты можешь испортить, допустим, дальше можешь вот эту морду уберем, допустим, да, нечаянно, а так. Теперь будем уже делать уши, да, то есть отсюда тоже маленькими кусочками, вот так возьми. Вот. И с этой стороны. С этой стороны вот так, да? Тихо, тихо, тихо. По маленькому чуть-чуть убирайся, пожалуйста. Испытано на себе. Испытано на себе. Вот теперь надо будет уже отделить вот передние ноги, где будут, и задние ноги, где будут. Да, допустим, тоже маленькую насечку. Можешь тут и тут, допустим. И вот эту часть надо, да, определить? Ага. Ну, примерно. Так. Вот теперь точно так же начинаем уже делать углубление вот треугольником, да, вот. Вот, начинаем делать углубление.
меня сейчас такие смешанные ощущения, то есть я, в принципе, знаю, как нужно, да, ну, по крайней мере, примерно направление, но очень такой сильный страх о том, что нож может ну, случайно отскользнуть или, ну, вот как-то можно пораниться, да, то есть это тоже в голове такие смешанные ощущения. Тут действительно, в принципе, чем больше вы возьмете, да, тем сильнее нужно будет давить, а это опаснее, да? То есть лучше взять вот, допустим, по чуть-чуть. Когда по чуть-чуть убираешь, и ты уже Более. видишь, контролируешь. Более тоньше, Да. да, идет работа. Так, у вас уже там, вы вот так соединили, да? Теперь точно так же делай здесь насечку и потом убирай с обеих сторон, чтобы получился как бы живот, да? Вот, смотри, когда большим пальцем к кончику давишь, тогда намного легче, да? Если здесь, то бесполезно практически. Надо, наоборот, с этой стороны. Ближе к кончику, тогда, да, усилия будут очень хорошие. Вот. Нет проблем. Абсолютно быстро контролируешь нож. В этом плане большой палец тоже надо использовать как... Да, это, точку опоры, да? да, совершенно верно. Большой палец это тоже очень вспомогательный такой. Ну вот, в принципе, да? Ага. Теперь та же задача, да, вот здесь треугольником убираешь, чем глубже, тем лучше, потому что кончик хвоста должна быть выше, да? То есть где-то до сюда вот ты должен вот сделать выемку такую. Треугольник, да? Помню в детстве одного старика, который резал вот такие лошадки, коровки очень быстро. Буквально за считанные минуты там он вырезал, заканчивал, давал детям, дарил. Так, теперь вот тут подтачиваем, да? Там уже чуть-чуть убери. Как бы, Просто да, как бы это, да. как бы снять, Ну, как бы основу, получая тяжело, да? границу, вот, где заканчивается, начинается хвост. Вот видите, а вы Теперь сеточка. через столько лет помните этого старичка, который делал игрушки. Ну, детство, как бы. Когда вот по дереву работаешь, сидишь, всегда вспоминаешь былые времена, какая-то ностальгия идет уже в этом плане. И на душе становится спокойно. Ну, лично для меня. Я вот когда работаю по дереву, всегда от этого получаю удовольствие. Ну, это, мне кажется, как раз то, что сейчас не хватает в наше время, когда все Да, можно я готово тоже сделать, да, там согласен. вот эти механическая обработка, электрическая, там, с использованием электроинструментов. Тут все руками. Так, теперь вот до этого углубика, начиная отсюда, ты должен сделать Точить. уже вот такой длину. Видишь, как на голове, только одна обратно. Ага. Так. Надо уже. Так. Тут все меньше места, где можно ухватиться. Ну да, я заготовку сделал короткую, надо было чуть подлиннее.
Хорошо. Теперь вот отсюда уже по фантазии можешь немножко опущенный холод сделать, да? Вот, то есть вот этот угол можно брать, Мгм. чтобы более-менее стало похоже. Ясно, да? Мгм. Вот, сейчас сверху бери. Потом тут уже будет зависеть от вашей фантазии, можешь там и декорировать, делать. Даже можно сделать каждую волосинку, да. М. Для этого можно, допустим, если под рукой есть такие инструменты, допустим, Мгм. маленькие ножи, резаки вот такого плана, вот ими будет очень удобно работать. Можно вот эту среду сделать? Можно я оставлю. Можно оставить. Ну, просто у меня как-то это... так Немножко округлишь. Ага, немножко Ага, это, короткий хвост получился. ничего. Всяко разное бывает. Бывает с короткими, бывает с длинными. Ну, и Вроде все да, нормально. да, да. Да, правильно? Так. Для первого раза очень даже ничего, молодец. Ну что, в целом, да, то есть практически вот такой лошадкой уже может ребенок играть, да? Здесь, смотрите, дальше уже идет фантазия, то есть можно сделать гриву красиво, вырезать. Хвост можно сделать даже с седлом, да, с чапараком и так далее. Но это уже Мгм. на фантазию, как говорится, того человека, который будет резать. Да? Мгм. Ну вот, в основном форма примерно получилась. Причем, Вот друзья, такая. хотелось бы вам показать книжку. Вот здесь есть книжка. Эрнст Алексеев, автор. Она выпущена в 99 году. И вот здесь полностью инструкция, как вырезается подобного рода игрушки. Вот с сучком вот уже выходит, допустим, всадник, да, вот с веткой. Вообще, в целом, эта книга, она посвящена вот именно резке из дерева, да? Да. Из стальника. Смотрите, вот как Я сделать. думаю, многие, да, видели вот такие стулья. Мгм. Вот здесь именно описание, как можно сделать такую табуретку. То есть для тех, Стул. кто начинает только работать и так далее с ножом, Это детский стульчик. да, Смотрите. детский стульчик. Очень хорошая, как бы, рабочая такая. Вот, допустим, изображен бык, да, вот, Ага. корова или бык, вот, таким образом вырезали тоже с помощью вот ножа. Вот. Ну что, друзья, как видите, я сейчас очень достаточно необычные движения делал вот этой рукой. То есть, казалось бы, да, мы с ножом сталкиваемся все время, постоянно на кухне, да, в основном, то есть нарезка продуктов. Вот. А сегодня с помощью Егора Степанова мы научились делать базовые вещи. Это вот, в частности, детская игрушка, лошадка. Вот. Я думаю, что я ее возьму, дочке подарю. Да, На вот, память. вот эти три возьму. Все три? Да, все три возьму. Здорово. Ну что, Потом будет время, потом будешь доделывать. заработать, да. Ну, хотелось бы Егору поблагодарить за очень Всегда интересную беседу. И вообще, я думаю, что мы даже еще, может быть, если не в этом году, то в следующем сезоне, да, снимем также по ледовым скульптурам, потому что Егор — это чемпион, победитель многочисленных международных конкурсов по созданию ледовых скульптур, поэтому думаю, что мы еще увидимся. Ну а вам желаем успехов, удачи, берегите себя и увидимся в следующей программе передачи «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Испытано на себе.